Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, лисичка! Как твое настроение? Шумбратадо, Ялгат, Шумбрат, Николай. Настроение отличное, потому что сегодня мы будем говорить о двух моих любимейших праздниках, которые неизменно связаны друг с другом. А каких? Угадайте, ребята! Из страны далекой ласточки летят, весело щебечут, людям говорят: люди, пробудитесь, к вам весна идет, а с весной и Пасха радость вам несет. Правильно, ребята! Этот всеми любимый праздник называется Пасха и Нетши. А за целую неделю до этого светлого праздника в календаре православного народа выделен еще немаловажный праздник – Вербное воскресенье, по-ирзянски Эрьбанши. В этом году он отмечается 25 апреля. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – Эрьбанши Дыничи, Вербное воскресенье и Пасха. Ребята, согласно Евангелию, в день Вербного воскресенья Иисус Христос приехал в город Иерусалим, и народ приветствовал его ветками пальмы. А в России место пальмовой ветки заняла верба, так как верба считалась символом жизненной силы. Верба – это здоровье, сила, красота. Кого коснется верба в праздник, тот и будет здоровым, сильным и красивым. В день Вербного воскресенья вербу освящают в храме, потом несут домой. Слегка похлопывают деток поговорками и ставят к иконам, чтобы веточки вербы весь год охраняли нас и напоминали нам о светлом празднике. Ведь празднику Вербного воскресенья рады все. В такой день нельзя сердиться друг на друга, ссориться, а нужно прощать все обиды и заботиться о ближних. Друзья, повторяйте за мной, как называется верба и части этого дерева на эрзянском языке. Эрьба – верба, эрьбантарат – ветка вербы, эрьбанпилекс – вербные сережки, эрьбанлопат – листья вербы. Через неделю от Вербного воскресенья весь православный народ празднует Пасху. Ребята, эрзянское слово «иничи» – Пасха состоит из двух частей. Ини – великий, и чи – день. То есть дословно иничи переводится на русский язык как «великий день». На самом деле, среди всех христианских праздников Пасха Христова самый величайший, самый светлый и торжественный. Святая Пасха – это праздник победы любви и добра над злом, жизни над смертью, нашей надежды на будущее воскресение, потому что в этот день мы вспоминаем воскресение Господа нашего, Иисуса Христа. Когда-то очень давно злые люди предали и убили Иисуса, но Он победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще называют Воскресением Христовым. Светлая Пасха в этом году отмечается 2 мая. Со светлой пасхальной недели начинались первые весенние хороводы. В это время хозяйки пекли куличи, творожную пасху, вкусные блины и пирожки. Назовем эти изысканные яства по-ирзянски. Иниченькалатя – кулич, пасхальный кулич, топонь Пасха – творожная Пасха, пачалксе – блин, пряка – пирог, прякине – пирожок, сюкоро – лепешка. Накануне Святой Пасхи верующие, конечно же, красят яйца, по-ирзянски алт. Еще с детства мы привыкли видеть на столе разноцветные яйца. Синие, желтые, красные, мраморные с рисунками. Кушать их всегда вкусно и приятно, даже если в другие дни к этому продукту особого интереса не проявлялось. Друзья, теперь назовем слова-признаки на ирзянском языке, с помощью которых можно охарактеризовать пасхальное яйцо. Артусь ал – крашеное яйцо, мазый ал – красивое яйцо, тантий ал – вкусное яйцо, якстере ал – красное яйцо. С праздником Пасхи связана широко распространенная забава катание яиц, по-ирзянски аланкиверкшнема. В ней принимали участие и дети, и взрослые, а смотреть, как катают яйца, собирались почти все жители селения. У мордвы есть несколько способов этой игры. В одних случаях ее участники раскладывали яйца на земле с одной стороны специального сделанного лоточка. Затем они по очереди катили яйца. Если катившееся яйцо ударялось о что-нибудь из лежащих на земле, играющий брал это яйцо себе. Часто игроки пользовались тряпичным мячом или мячом, скатанным из шерсти,
которым с определенного расстояния сбивали яйца, установленные в неглубокие лунки. Победителем становился тот, кому удавалось бить больше яиц. Их он забирал себе. Ребята, в эту игру вы тоже можете поиграть со своими друзьями в пасхальную неделю. Друзья, ну а теперь назовем выражения, с помощью которых можно рассказать о святом празднике, о Пасхе на ирзианском языке. Ребята, повторяйте за мной. Алонь Пурнаму – собирание яиц. Баяган Шавума – колокольный звон. Валду Кенершчи – светлый праздник. И Нечиннедля – пасхальная неделя. Пару Йожемаряму – хорошее настроение. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы надеемся, что он вам понравился, и вы снова посетите наши уроки ирзианского языка. А в завершении нашего урока я хотел бы вас поздравить с Днем Вербного Воскресения и Светлой Пасхой на ирзианском языке. И не чинды эрбанчинтимарта вечки эксялгат, кадык чисва валдум ты тынкинг, кадык беря несют ты вакска, а сидейсинг свалулезы утяска да порочи. Со светлой Пасхой и верным воскресеньем, дорогие друзья! Пусть солнце всегда освещает ваш путь, пусть плохое проходит стороной, а на сердце всегда будет счастье и добро. Не емазанок! Вас-то мазанок!